так и так. Этот рассказ я слышал от своих родителей и от своих односельчан. Это деревня Яковлевич Аршанского района Витебской области. Мы часто разговаривали на эту тему. Тема это касалась войны, подпольщиков, которые действовали в этом районе, и, конечно, взаимоотношения, так или иначе, с тем населением, которое там находилось в это время, особенно в Отечественную войну. В Яковлевиче была знаменита тем до войны, что когда-то барон Корф основал там фабрику тонкосуконную, кстати говоря, первую и единственную был в то время в Белоруссии, кирпичный завод и конезавод. Конечно, в результате такое, что это было своего рода развитая определенная промышленность. Здесь работало много рабочих разных национальностей, в том числе приезжие немцы, дальше приезжие были из местечек разных евреи и другие. Когда началась война, конечно, когда уже пошла революция, барон Корф уехал, но все эти заводы практически сохранялись до самого конца войны. Более того, немцы хотели реставрировать определенное, расширить даже производство, тонкосуконное производство, сделать здесь большое развести хозяйство по разведению овец, и это считалось должно было считаться одним из таких хороших производств. Но во время войны все, конечно, пошло по другому сценарию. Конечно, тонкосуконную фабрику старались немцы сохранить. Более того, приехал в это время сын барона Корфа, вроде фамилия Корфа, но звали Вилли. И он старался как-то сохранить эту тоже фабрику. Весь вопрос исходил того, что, имея такое рабочий класс на этой тонкосуконной фабрике, там организовалось и такое широкое подполье. Но вопрос Яковлевича интересный не только этим. Хотя нужно говорить о том, что о подполье Яковлевском очень мало написано, а это яркая страница. Был такой Иван Яцко, его жена Матрена. Иван Яцко работал директором школы, она была заучем школы, Яковлевской школы. И с началом войны они организовали подпольную группу, в которых участвовали много рабочих из тонкосуконной фабрики. В этой деревне, еще такая история, что жила и одна немка. Когда приехали немецкие сюда, барон Корф, когда призвал определенных рабочих с Германии, они приехали сюда, ее родители, и она малая девочка. Она хорошо знала немецкий, конечно, наш язык, и вышла замуж за нашего белоруса одного. Так вот, она, когда пришли немцы, она была переводчицей и жила в этой деревне тоже. Конечно, уже боялась о том, что ее могут и партизаны убить и так далее. Очень, и двое у нее было детей уже. Муж ушел на фронт. Но так вот эта Марта неоднократно спасала деревню. Каким образом? Бывало и так, что дети брали такую игру какую-то делали, но такая игра кончалась тем, что немцы приходили, ставили оружие в одном месте и начали ловить курей. В это время, другие облавы там делать или что. Но оружие зачастую стоит, особенно карабины. Вот часто был такой случай, что один мальчишка взял свой карабин для игры и убежал там в кусты.
Немцы, ну, выходить нету карабина. Они решили расстрелять этих жителей, часть жителей. Согнали в центр, даже там была конюшня, и сказали, что будем сжигать. Но в это время появился Тамарта и начала умолять, значит, офицера. И более того, она пригрозила, что не трогайте эту деревню, потому что здесь тонкосходная фабрика. Если, значит, узнает об этом барон Корф, значит, вам будет не поздоровиться. Немцы дрогнули и отпустили. Значит, даже ничего, значит, было, конечно, сказали, что мы пожалуемся на нее. Ну, так это прошло. Это было неоднократно такое, именно вот такое дело. Но это хочется сказать то, что вот эта вот деревня имела такой интернациональный характер. Но вот видите, даже вот эти отлично хорошо знала об этом и Марта, что тут прячут еврейских детей. Она осталась до конца верной. Значит, никогда, она всегда была защитницей всей деревни. Вот. И одновременно, видите, такое, значит, наши проявляли такой, ну, своего рода, такое сострадание, сочувствие этих вот детям, еврейским детям, это наши вот жительницы этой деревни. Я работаю над определенными еще произведениями, конечно, значит, стараюсь эти эпизоды туда вклинить. Вот, значит, хотя истории здесь очень много с этим связано. Допустим, история, которая связана, вот, допустим, с Копостью, где до войны это где-то около 70% населения это были евреи. Было там, это было местечко. Даже одно время как бы районный центр был, старался. Там были развиты многие такие, ну, ремесленные, значит, предприятия небольшие. Значит, вот даже в той знаменитой кафле Копотской, которая была известна на всему миру, конечно, там тоже участвовали, были много производств там параллельных, были еврейские тоже. Но везде в этом вопросе, когда прошла война, значит, конечно, там много было расстреляно евреев. Об этом знают. Я об этом написал в этом, значит, Копотская новелла, где показывал роль и, значит, наших подпольщиков. Значит, очень интересная там, я считаю, которая требует особого внимания, значит, такая фамилия Шевель, или Шевень, так у нас по-правильному, Александра Зинаида Шевень. Они работали, они родом с Копости, но по заданию партизанского отряда, подполья, они стали официантами, значит, офицерской летной столовой, которая размещена была в городском поселке Балбасово. В то время городской поселок Балбасово, когда оккупировали немцы, там был расположен немецкий аэродром стратегического назначения. Так вот, они устроились туда официантами, красивые девушки. С ними познакомился, значит, один чех, который был заправщиком. Они, используя этого заправщика, через подполье получали специальные английские мины. Привозил самолет, значит, ну, мы не знаем, где точно, который отдал, но попадал он в подполье сюда, и они давали эти мины, эти девушкам. Девушки отдавали этому чеху, и он устанавливал их на самолеты. Значит, очень было интересно тем, что эти мины устраивались на определенное время. Вот взлетал самолет, где-то 40 минут полета, и в результате взорвался в воздухе. По определенным сведениям, так было уничтожено около десятки самолетов. Более того, было уничтожено... То есть мины привозили, да. Чех сдавал их партизанам, а партизаны ему выдавали назад, чтобы где как поставить. Нет, чех... Нет, привозили эти мины партизанам. Москва передавала. А, Москва привозила. Да, а они передавали Зинаиде и Александре. Да, она да, чеху. Ясно. А чех в это время устанавливал на самолеты. И вот он идет в самолет, было время установлено. Но самое главное, что это были компактные, маленькие.
и время хорошо точно устанавливать. И они примерно он знал, когда взлетает это известные мины, англичане их югославскому подполью передавали. Да, и сюда. И, значит, с Москвы сюда. Да. И в результате такое получалось, что, значит, взорвались. 40 минут полета и взорвались, до цели не долетали. Значит, но в определенное время вы их выследили, значит, и кто выследил? По таким поступающим данным, это как раз был, значит, один провокатор Западной Украины. Он был, значит, устроился как бы, значит, попавший в окружение красноармеец, зашел к одной главе, значит, Примаки, и потом связался с подпольем и их предал. Но, хотя до самого конца Зинаида и Александр Шевин не выдали никого. А там была еще и третья, значит, подпольщица, которая каким-то чудом спаслась. Но именно такое. Но все же был расстреляны и эти две девушки, и этот, значит, заправщик чех. Я считаю, что подвиг, который, по моим данным, которые я знаю, несколько там было эшелонов с оружием уничтожено этими. Запчасти были уничтожались, склады с запчастями. И вот эти самолеты непосредственно, эти подпольщицы, двоим даже, они могли бы быть удостоены, если по-настоящему, звания героя. Но, а так они, конечно, сегодняшний день там находится определенный маленький такой обелиск, всем, которым всем подпольщикам посвященные там, ну, и там указаны эти имена. А я считаю, что этот подвиг должен иметь особую такую окраску. Я старался, чтобы это сделать, этот подвиг, значит, более узнаваемым, написал и рассказ, значит, еще кроме этого, дальше написал даже небольшую и пьесу «Баллада бессмертия», именно посвященная этим девушкам. Но, значит, это не просто так, а это сейчас подтверждено уже определенных и в архивах находится, не просто это такая рассказ какой-то о себе, художественный вымысел. Значит, конечно, повести, которые я пишу, там есть определенный вымысел, это художественный, но это, как говорится, не где, ну, правда, если это самый, на 80%. Ну, просто мы в то время не присутствовали, не можем говорить, как они там разговаривали, какие там были такие, но сама канва есть. И сохранились много таких документальных сведений вот об этом подвиге.